И есть тысячи студентов, которые уехали и не могут вернуться. Российские студенты, они хотят ехать в Таджикистан, обучаться? Ну, просто чисто по-человечески, если разъединены семьи. Для посещения Душанбе нужно сдавать тест? Меня вообще оскорбляет и задевает, когда ТНТ начинает показывать какие-то старые фильмы 90-х, конца 90-х годов про Равшана и Джамшуда. Такой изюм я правда, я никогда нигде не видела. Любую работу кто-то должен делать. Нету непрестижной работы. Ребят, ну что, приехали мы в посольство Таджикистана. Хорошая новость. Открыто авиасообщение между нашими странами. Но так ли это, мы сейчас как раз узнаем у господина посла. Ну, наверное, вот, вы меня встречаете. Да, рада вас видеть. Очень рад. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Мудин Мирзоевич. Рада вас видеть. Я тоже очень рад. Спасибо. Ну что, кофе? Кофе сюда, кофе с удовольствием. Я знаю, что вы любите кофе. Да, вы абсолютно правы. Я хотела начать наш разговор с хорошей новости. Я так понимаю, что наконец-то открыто авиасообщение между нашими странами. Это, конечно, хорошая новость для всех нас. Все-таки у нас такие отношения сложились за эти годы, что большое количество наших граждан живут, работают здесь. И есть, естественно, эта ситуация была, ну, как говорят, форс-мажорная, но в любом случае мы понимаем, что в этих условиях нужно соблюдать все правила, чтобы дистанция, изоляция и так далее. Но мы наконец-то дождались, и я думаю, что это первый шаг, и мы будем как бы наращивать вот эти полеты. И я надеюсь на то, что в скором времени не будет никаких ограничений. Я так понимаю, что сейчас рейсы 2 раза в неделю. То есть таджикская авиакомпания и российская авиакомпания. Это чартеры или это регулярные рейсы? Это регулярные рейсы. 2 рейса, значит, один таджикская авиакомпания Сумон Air и с российской стороны компания ЮТР будет летать каждый по одному рейсу в неделю. Конечно, я хочу сказать, что это очень мало, потому что есть, конечно, чартерные рейсы летают. Из Москвы могут все граждане Таджикистана и все граждане России по приглашению или на основании каких-то разрешений они могут вылетать. Точно так же из Таджикистана в этих чартерных рейсах приезжают те, кто в командировку или там по состоянию здоровья с наличием медицинской справки, они могут прилетать сюда. А есть чартеры и российские компании, которые привозят сюда граждан России из Таджикистана. У нас из Москвы только 5-6 рейсов в день было. Вы представляете, вот в один момент, когда прекращается вот это авиационное сообщение, у нас поезда, у нас автобусы, машинами ездили. Я считаю, что всегда при принятии таких решений нужно подходить не вот так в целом, как со всеми странами, а надо учитывать особенности, что Таджикистан или Узбекистан или другие республики бывшего Советского Союза – это у нас особенные отношения, особенные связи, которые уходят в десятилетия. Мы жили 70 лет в одной стране. У нас до сих пор мы говорим о едином культурном языковом пространстве, что и вот нельзя вот взять в один момент, вот закрыть и потом, значит, думать, что делать. Что касается плана обмена студентами между нашими странами, вот как сейчас обстоят дела? Я так понимаю, что, особенно в связи с пандемией, да, многие студенты были вынуждены уехать в Таджикистан, и до сих пор многие из них еще не вернулись. И вот сейчас это решается на уровне, я так понимаю, что даже были встречи, то есть и приезжал
наш представитель с российской стороны встречался с представителем вашей таджикской стороны, чтобы как-то решить этот вопрос? Вот что-то произошло? У нас 26 тысяч студентов обучаются в российских вузах, включая тех студентов, которые обучаются в филиалах российских вузов. Есть более 1000 первокурсников, которые поступили, но еще не были в этих вузах. Это же тоже большая проблема. Они мечтали поступить, стать студентами, и вот они не могут попасть в свои вузы. Да, сейчас вот было постановление председателя правительства Российской Федерации о том, что вот страны, которым недавно были открыты воздушные сообщения, включая Таджикистан, студенты могут вернуться и начать обучение. А ну каким образом они? То есть надо уже подумать о том, что, а как они должны вернуться? 2 рейса в неделю, и там... И плюс еще цена, наверное, да, билеты? Правительство уже дало поручение, чтобы цена не была завышена слишком, сохранить на таком уровне, но 2 рейсами в неделю. Мы не можем вернуть всех студентов. Для того, чтобы вернуть всех студентов из Таджикистана сюда, вот этими темпами нужны годы. Взаимозаполняемости между рейсами пока нету, да? То есть конкретно вывозится... Обычных вот этих 2 рейсов взаимозаполняемость есть. То есть самолеты полные с 2 сторон. Потому что цены нормальные, не завышенные. А в чартерах все-таки цены выше, потому что самолеты в одну сторону летают пустыми. Из отсюда высокие цены. Естественно, что надо, значит, хотя бы находить решение вот для какой-то определенной категории граждан, вот студентов. Нужно, вот мы говорим о развитии двусторонних экономических отношений, там, развитии бизнеса. А как развивать бизнес, если предприниматели не могут приехать сюда или отсюда туда? То есть это же большая проблема. Как развиваться экономике? Нам нужны, чтобы представители бизнеса уже приезжали, налаживали контакты, подписывали какие-то договора. Я понимаю, онлайн, но не все можно онлайн сделать. То есть мы должны говорить о инвестициях, я не знаю, о соглашениях, каких-то торговых соглашениях, поставки продукции или же импорт, экспорт и так далее. То есть вопросов очень много, поэтому та же трудовая миграция. Все непросто. По тем алгоритмам, которые определены, не могут, скажем, компании привести достаточное количество трудовых мигрантов для строек или так далее. Там есть очень такие требования. Я прекрасно понимаю, что надо наводить порядок здесь в сфере трудовой миграции, чтобы те компании, которые приглашают трудовых мигрантов, у них должны быть обязательства, чтобы вот так не взяли на работу и выбросили потом, а просто чтобы они несли ответственность, гарантировать заработную плату, проживание, на медицинскую страховку и в случае отсутствия работы обеспечить им обратный. Не все компании, которые могут это все выполнить. Вот от нехватки специалистов в сфере, скажем, строительства страдают строительные компании. Повышается цена вот этого жилья, потому что цена трудовых ресурсов растает в условиях, когда их есть нехватка. То есть вопросов очень много. Нужно, в принципе, об этом говорить, обсуждать, но я думаю, что надо дальше как-то, наводя порядок, именно какие-то правила пребывания. Естественно, и те трудовые мигранты должны понимать, что вот той ситуации, которая была до пандемии, вот той ситуации, конечно, больше не будет. Но нужна цель поездки, он должен четко знать, куда он поедет, какая цель приезда на территорию того или иного государства. То есть нужны вот эти четкие правила, и мы должны научиться именно жить по тем правилам и законам тех стран, куда мы едем, страны пребывания, скажем, в России. Для этого, естественно, тоже нужны четкие правила пребывания здесь, без ущемления каких-то интересов или прав граждан. Поэтому
нам нужно быстрее делать это все, не забюрократизировать весь этот процесс. Просто все соответствующие министерства, ведомства, мы должны в этих условиях, чрезвычайных условиях, мы должны принимать нестандартные, чрезвычайные меры для того, чтобы решать именно социальные или экономические вопросы. То есть вот под те темпы, которые были до сих пор, они не отвечают вот уровнем тех проблем, которые возникли сейчас. В этих контактах, я думаю, заинтересованы не только мы или какие-то другие страны. В этом прежде всего тоже должна быть заинтересована Российская Федерация. И я думаю, что есть, когда мы говорим об этом, обсуждаем эту тему, я вижу, что есть понимание того, что действительно надо находить пути решения этого вопроса, потому что мы не можем вечно вот в таком состоянии находиться. Это вредит экономике, социальной стабильности и так далее. Ну просто чисто по-человечески, если разъединены семьи, просто люди не могут попасть, скажем, своим близким, родственникам. Мы в такой ситуации никогда не находились. Это наносит действительно большую травму людям. То есть нам нужно думать не только в целом о каких-то стабильности, государственности или там еще каких-то там вопросах. Государство – это что? Государство – это люди. То есть нужно думать о тех простых людях, которые остались вот в такой ситуации. Они же не виноваты, что у них там есть семьи или дома там, тут, и они всегда контактировали между собой, общались, и вдруг в один момент взяли, закрыли, и просто не видно, какая перспектива. Насколько я понимаю, что во времена Советского Союза, что в принципе и сейчас, вот как-то браки между таджиками и русскими было не так много. Вот с чем это связано? Таджики предпочитают жениться все-таки на своих таджикских девушках? Это связано с культурой? Вот с чем это связано? Было достаточной степени межнациональных браков. Не только между русскими и таджиками, но и между другими национальностями, которые проживали на территории Таджикистана. Это было не массово распространено, это было часто, много. Достаточно. У нас очень много было межнациональных браков. А сейчас эта традиция вообще сохранилась? Я думаю, что да, потому что мы встречаем же в России очень много наших граждан, которые женятся здесь, в России, представителями не только русских, но и с другими национальностями. Достаточно как бы это есть. Ну, конечно, есть особенность, как и везде, я еще раз говорю. Таджикистан – это не исключение. Нет таких стран, где все подряд выходят замуж, женятся на других национальностях. Все предпочитают, скажем, в силу общности, там, менталитета, языка и так далее, на своих. Но если встречают каких-то людей и вот увидел и полюбил, там же никакие препятствия не будут мешать или так далее. Если человек полюбил, он уже как бы... В этом тоже у нас в этом плане никаких проблем нет или ограничений или так далее. Очень много, достаточно. Я заметила тенденцию, что, скажем так, трудовых мигрантов на, скажем, таких простых работах, ну, как такси, стройка, их стало, естественно, гораздо меньше. Но среди докторов, среди поваров, среди учителей огромное количество граждан Таджикистана, которые сейчас работают. Вот такая вот появилась тенденция. Вы правы, эта тенденция уже давно, просто об этом не говорят. Мало пишут, мало показывают. А трудовая миграция из Таджикистана, она уже не та, которая была 20 лет назад. И граждане Таджикистана, которые здесь работают уже долгие годы, они не те, которые были 20 лет назад. Ситуация очень сильно изменилась. Есть категория граждан, которые здесь выросли, просто с родителями приехали, выросли, окончили российские вузы. Или вот те 26 или 27 тысяч
студентов, которые здесь обучаются. Некоторые из них здесь остаются или уезжают дальше в другие страны, там, где больше платят. Или, так далее. То есть поэтому очень много и в сфере бизнеса представителей Таджикистана, и, как вы правильно заметили, и врачей огромное количество, учителей огромное количество, менеджеров каких-то известных крупных компаний очень много. Малый, средний бизнес представителей Таджикистана в достаточном количестве. То есть вот эти стереотипы, что вот таджики, гастарбайтеры и так далее, просто нужно иногда посмотреть, что вокруг творится. А изменилось многое. Поэтому меня вообще оскорбляет и задевает, когда ТНТ начинает показывать какие-то старые фильмы 90-х, конца 90-х годов про Равшана и Джамшуда вот в современном мире. Они должны понять, что вот эти шуточки, это уже не смешно. Это далеко не смешно. Нельзя это делать, такие вещи делать. Вот того положения, которое было в 90-х, этого не будет уже. Люди изменились, появились очень современные, образованные люди, представители не только Таджикистана, а всех других народов. И они живут бок о бок, работают с русскими или представителями других национальностей, и живут очень хорошо, мирно, дружат и говорят на общем языке, на русском языке. И они чувствуют себя, скажем, как граждане России, равноправными гражданами России, чувствуют себя интегрированными в этом обществе, и они чувствуют себя очень комфортно, говоря на русском языке, мысля на русском языке, принимая культуру и традиции российских народов. Это надо видеть, а не идти путем, скажем, таких вещей. Согласна. Более того, понимаете, а вот когда точно так же говорят в каком-то тоне, вот гастарбайтеры, вот они здесь работают на стройке, на мусорке и так далее, но с другой стороны, там ведь должны быть благодарны, что они приехали, они работают. А кто будет вот заниматься вот этой вот работой, да? Кто? Поэтому спасибо. Ведь эта тема тоже никогда как-то, знаете, не обсуждается. Когда говорят, что вот не хватает, чтобы кто-то убирал мусор и так далее, всегда думают, что этим занимаются только гастарбайтеры из Таджикистана. Я не знаю, к сожалению или к счастью, этим уже далеко не занимаются наши граждане. Наши граждане, они преимущественно работают на строительстве, в транспорт. Это средний малый бизнес, это общественное питание, это торговля. И, конечно, кто-то должен делать. Если кто-то там неуспешный или нет соответствующей квалификации, он этим занимается. Любую работу кто-то должен делать. Нету непрестижной работы. И все люди, которые работают, неважно где, он пусть будет представителем бизнеса или представителем, я не знаю, какой-то другой или промышленности. Очень много наших граждан работают в промышленных объектах. Вот те госпиталя, которые за короткое время по всей России было построено. Я знаю те объекты, которые до 80% были гражданами Таджикистана, которые строили вот эти госпитали, больницы, которые нужно было, необходимо в короткие сроки построить. Об этом надо говорить, показывать, как они это делают. И они, работая, скажем, в этих объектах, они, естественно, эти компании платят налоги, они платят налоги. Я думаю, к этому надо относиться уже нормально, что звучат какие-то мысли, что вот видите, глобализация привела к этому, к тому или иному. Но это тенденция, которую его нельзя остановить, этот процесс, который уже идет во всем мире. Искусственно ничего не получится. Надо просто в этих условиях адаптироваться, надо в этих условиях жить и сделать так, чтобы всем было комфортно, выгодно. Это не было бы в ущерб стране, куда приезжают, чтобы это было уважение к законам, культуре, традициям. Если мы вернемся к теме студентов, Мудин Мирзоевич, а вот если российские студенты, они хотят ехать в Таджикистан обучаться? Вот и вообще, какой, например, в Таджикистане есть престижный университет, чтобы вот порекомендовать нашим российским студентам?
Как раз буквально несколько дней назад мы в посольстве с участием ученых России, Таджикистана, где участвовали очень видные российские ученые, это, где был директор Института Востоковедения Академии наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ, очень известные ученые, и мы онлайн связывались с другими учеными из других республик. И мы обсуждали тему научной интеграции вот в этих условиях независимости, научной интеграции, потому что мы же были очень тесно связаны, наши научные учреждения, образовательные учреждения были очень тесно связаны. И вот за эти годы, может, произошло так, когда все перешло на рыночные как-то рельсы, мы немножко вот забыли о научных обменах, о научной интеграции, что это важно, ни одна страна не может развиваться без развития науки и образования. И, конечно, мы об этом говорили, о том, что не только мы должны привлекать наших студентов для обучения в российских вузах, но также, чтобы и российские граждане, российская молодежь обучалась в наших вузах. Это было в советское время, что из различных республик приезжали в Таджикистан, учились на факультете востоковедения, изучали арабский, персидский язык и другие. Или очень сильно был факультет геологии изучал, потому что Таджикистан это вот является таким раем для геологов. И очень много было студентов, которые обучались в наших вузах тогда. Это необходимо восстановить, чтобы российские студенты тоже приезжали, учились в Таджикистане, изучали языки, или пусть таджикский, или персидский, или арабский. У нас есть очень сильные школы. И мы говорили вчера, как раз я принял ученых, археологов. Очень сильные археологические школы были. И вообще тоже Таджикистан это был меккой для археологов всего мира. И сейчас что получается? Сейчас очень много археологов из европейских стран работают, из Германии, из Франции, из Соединенных Штатов, реализовывают какие-то проекты по раскопкам. И почему-то вот очень сильная школа, которая была в советское время, вот такие тесные контакты практически уже отсутствуют. Мы договорились о том, что мы этот вопрос поднимем на очень высоком уровне, что нужны гранты, нужны какие-то проекты научные, уже надо вкладывать в это, в науку, и развивать научное сотрудничество. И если студенты, которые будут в Таджикистане, изучат там, овладеют какими-то специальностями, это тоже плюс. Таджикистан – культурная столица стран СНГ. Вот ей такой статус. Скажите, в связи с этим, какие проводятся мероприятия и что вообще это означает? Ежегодно один из городов стран Содружества выбирает как культурной столицей СНГ. И в этом году Душанбе был избран культурной столицей СНГ. И намечены большие мероприятия. Здесь недавно состоялась церемония открытия. Намечены большие культурные мероприятия. Есть в планах недели города Москвы, в городе Душанбе. Пройдут Дни культуры Российской Федерации в Таджикистане. И очень много мероприятий, которые целью является ознакомление граждан, не только граждан Содружества независимых государств, всех гостей Таджикистана познакомить с городом Душанбе и вообще в целом Таджикистаном. Я думаю, что это очень хороший повод для того, чтобы люди могли увидеть, какие изменения происходят. А изменения, которые произошли последние год или 2 года, очень колоссальные. Душанбе преображается очень сильно. И если вы год или 2 года не были в городе Душанбе, вы просто не узнаете. Стал очень красивым, зеленым городом. К своему стыду я вообще не была в Душанбе, поэтому давайте постоянно так. говорим об этом. Я надеюсь, что в ближайшее время я поеду, но давайте так. Для тех, кто тоже никогда не был в Душанбе, мы прилетаем, что первое поражает? Насколько я знаю, что в Душанбе есть огромный флагшток, то есть он чуть ли не самый большой в мире.
ну, условно говоря. Это так осталось? Было время, когда это был самым высоким флагштоком. Ну, то есть как визитная карточка Душанбе. Я думаю, что Душанбе красив не только флагштоком. И Душанбе это очень зеленый город. Там десятки миллионов цветов везде. Это красивые еще парки. Это современные здания. Это современнейшая национальная архитектура, десятки, сотни ресторанов, кухни, где можно попробовать национальную кухню, о чем мы всегда говорим. И естественно, очень много проводится культурных мероприятий. Я хочу заметить, что с 4 января мы не фиксируем заболевания, и надеемся, что так останется. Есть контроль. В любом случае, независимо от того, что мы не фиксируем, но все равно соблюдается социальная дистанция. И мы стараемся, чтобы действительно больше эта болезнь как бы не вернулась в Таджикистан. Для посещения Душанбе нужно сдавать тест? Обязательно. Как и для наших граждан, которые выезжают из территории Таджикистана, приезжают в Россию, они сдают тесты, ПЦР-тесты. И точно такие же требования к гражданам других стран, которые приезжают в нашу республику, они должны при себе иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Для тех, кто никогда не был, что посетить обязательно? Что посмотреть в Душанбе? У нас есть очень красивейшие музеи, театры. Национальный театр, есть русский театр, есть театр оперы и балета. Есть, как я сказал, исторические музеи, есть, и можно просто посмотреть современный такой город с вот этим особенно восточным колоритом. Есть такая красивая природа, конечно, в Душанбе очень зеленый, как я говорил, зеленый город, очень красивый город. И наслаждаться, скажем, вот этим солнцем, очень много фонтанов, воды, фруктов. И, конечно, самое главное достоинство – это люди. Это очень гостеприимные люди, очень вас будут рады видеть везде, вас будут приглашать в гости везде, свадьбах наших. То есть вот эта атмосфера, она очень особенная, вот эта специфика особенная. За город поехать, где красивейшие ущелья, Варзобское ущелье, Арамитское ущелье. Это горы. Буквально в десятках, в 50-60 километрах от Душанбе уже есть места отдыха. Там из Душанбе видны горы, заснеженные горы. Так что очень красиво. Душанбе переводится как «понедельник». Вообще очень красивая легенда. Я прочитала, вот вы знаете, откуда образовалось название Душанбе? Да, конечно, это давно, до, скажем, Октябрьской революции. Здесь каждый понедельник проводился рынок. И вот на этом месте, и поэтому название Душанбе – это название вот этого, что каждый понедельник в Душанбе там был огромный рынок. И затем, после создания, образования Таджикской республики в 1924 году, столицей молодой республики Таджикистан был избран город Душанбе. То есть практически из такого маленького селения, Кишлака, он превратился в один из красивейших городов региона бывшей огромной страны, бывшего Советского Союза. Сохранилась вообще традиция базар? Вот есть теперь базар по понедельникам или по каким-то другим дням? Конечно, одна из достопримечательностей города Душанбе – это таджикские базары, конечно. Ну, конечно, и таджикские, вот что нужно обязательно покупать, это, конечно, орехи и изюм. Все можно купить на этих рынках. И... Нет, ну правда, ну такой изюм я правда, я никогда нигде не видела, вот только в Таджикистане. Потому что такой виноград, который растет у нас, он вообще в мире очень редко встречается. И различные сорта винограда очень вкусные, этим славится Таджикистан. Вообще Таджикистан славится своими
вкуснейшими, ароматными фруктами, овощами, экологически чистыми. И, конечно, когда вы приедете в Душанбе, будете на рынке, вы увидите все. Действительно так и есть. Вот этот восточный колорит и красивейшие, скажем, архитектурные какие-то новые здания вот этих рынков, очень современные, но наряду с тем, что это современные здания, но они сохраняют вот этот восточный колорит, восточную особенность. А есть вообще таджикские вина? Производят вина в Таджикистане? Производят. Ну, конечно, в советское время мы производили большое количество различных вин. И Таджикистан поставлял в другие республики Советского Союза огромное количество разных сортов вин, шампанское и так далее, коньяки. Это сохранилось, но не в тех объемах, которые было тогда, в советское время. Конечно, вы помните, перестройка, вот борьба против, вот эта кампания, которая была против алкоголя и так далее, безалкогольная кампания во времена Советского Союза. Конечно, мы, как и многие республики бывшей СССР, которые имели вот это производство, мы сильно тоже пострадали. И, конечно, уже после распада СССР как-то вот это пришло в упадок, но это все восстанавливается сейчас, и мы надеемся, что мы в скором времени станем тоже экспортерами хороших вин из Таджикистана. Все-таки Таджикистан – это, поскольку бывшая Советская Республика и все-таки светское государство с одной стороны, с другой стороны мусульманская, да, республика. Но вот я действительно нигде не видела, чтобы люди употребляли алкоголь. Может быть, как-то в больших количествах. То есть, в принципе, нету вот этой вот, я не знаю, культуры употребления алкогольных напитков и так далее. Вот в Таджикистане, как вот на ваш взгляд? Таджикистан, как и многие страны мира, которые исповедуют ислам, он особенностью ничем не отличается. И у нас, мы светское государство, у нас, в принципе, это свободно. Кто желает пить алкоголь и так далее, это им предоставляется. Есть, конечно, культура такого потребления и так далее. Просто у нас нет каких-либо проблем с этим. И в принципе, я говорю, это современное государство, страна, где полная свобода. Конечно, нету такого, чтобы пили везде и так далее. Это и традиции, это и особенности, которые есть. Но, в принципе, это не возбраняется, это не запрещается. Пожалуйста. Мудин Мирзоевич, вот сейчас прошел Навруз, я так понимаю, все отметили. И все-таки, когда лучше прилететь в Таджикистан? Как я уже говорил, в Таджикистан можно прилететь в любое время года. Но особенно красиво у нас сейчас, вот весной, где-то в мае, июнь. То есть прямо вот сейчас самое время, да, прилетать? Да, весной это везде. Весной везде красиво. Мы не исключение. Летом тоже красиво, можно в горы посмотреть и как бы свободно путешествовать. Осень тоже хорошее время, прекрасное, поспевает урожай там везде. Все. Лето тоже, конечно, арбузы, дыни, там, виноград, все. Но осень тоже. Все в общем, круглый год можно приезжать. Вот сейчас уже можно смело в любое время приехать, и вы не ошибетесь. Все, тогда буду собираться и надеюсь, что теперь у нас, давайте уже следующее все-таки интервью, наша встреча пройдет в Душанбе. Очень бы хотелось. В Душанбе уже вы будете встречаться более еще интересными людьми, и вы сделаете интервью там. Спасибо. Тут же в дипломатии надо быть аккуратными, да? Тут сказал так, могут понять немножко по-другому.
Ну, видите, уже тепло, я поэтому так вот сразу уже даже практически, да, уже без одежды. Но вы смелая. Ну, тоже хочется. Ну, и, конечно, это не таджикская весна, но тем не менее все-таки Но весна. это очень и уже- опасно в это время. Ну, это да, но уже хочется почувствовать тоже и тепло. Ну, я видел, сегодня вышел, а есть люди, которые в шортах ходят. Это нормально для россиян, конечно. Плюс 8 в шортах, конечно. Конечно, это самое нормально. Все, хорошо. Спасибо, да. Спасибо, до Спасибо. свидания. До До свидания. встречи, до свидания. Sweet, 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 sweet.